Сегодня речь пойдет об одних из самых важных соединений в человеческом организме – ферментах. Ферменты, простыми словами, это протеины, белки, которые работают как катализаторы. А что такое катализатор? Катализатор – это вещество, ускоряющее химическую реакцию. Ферменты же – это органические катализаторы, то есть они ускоряют реакции в живых организмах. Они играют очень важную роль во всех процессах жизнедеятельности. В самой реакции ферменты могут быть использованы повторно, поэтому даже маленькие количества фермента могут быть очень эффективны. Сами же ферменты в процессе реакции не тратятся. Давайте рассмотрим строение фермента. Или, как его также называют, энзима. Каждый фермент имеет свою уникальную 3D-структуру. Уникальную, потому что на каждый процесс в организме есть свой фермент. Несмотря на свой большой размер, фермент имеет маленький регион, который действительно играет огромную роль. Он называется активный центр. Совсем немного аминокислот формирует активный центр. Все остальные аминокислоты играют роль поддержания формы самого фермента. Именно активный центр принимает субстрат. Субстрат – вещество, на которое действует фермент и расщепляет его на продукты реакции. Так все-таки, как же ферменты ускоряют реакции в нашем организме? Давайте рассмотрим пример. Вещество А превращается в вещество В. Для такой реакции необходима затрата энергии. Она называется энергией активации. Такую же аналогию можно увидеть в примере с камнем на вершине горы. Чтобы камень скатился с горы, его нужно подтолкнуть, то есть дать ему энергию активации. И далее реакция пойдет уже сама по себе. Другими словами, есть энергетический барьер, который нужно преодолеть. Другими словами, есть энергетический барьер, который нужно преодолеть, чтобы реакция произошла. Так что же делают ферменты? Они понижают данную энергию активации. Если мы добавим в эту реакцию фермент, она произойдет намного быстрее. Приведем пример. При пищеварении крахмала энергия активации для превращения крахмала в мальтозу очень высокая. При нашей температуре тела этот процесс бы занял очень много времени. Но если мы добавим амилазу, в эту реакцию амилазу, то мы понизим энергию активации, и процесс пройдет намного быстрее. Так как же все-таки фермент присоединяется к своему субстрату? И здесь работает модель ключ-замок. Где субстрат – это ключ, который идеально подходит к замку, ферменту. При их соединении образуется фермент-субстратный комплекс.
Однако эта модель считается устаревшей, процесс немного сложнее. В реальности считается, что фермент при соединении к субстрату немного меняет свою форму, чтобы идеально присоединиться к субстрату, словно перчатка, когда вы одеваете ее на руку. В большинстве случаев очень легко распознать среди названий всех других соединений, очень легко распознать фермент, так как отличительная черта – это окончание аза. Если вы видите, что слово заканчивается на аза, то это фермент, каталаза. Например, каталаза, расщепляет токсичный для нашего организма пероксид водорода на воду и кислород. Здесь каталаза – это фермент. Каталаза – это фермент, пероксид водорода – это субстрат, а вода и кислород – это продукты реакции. Также, например, лактаза расщепляет лактозу, а липаза – липиды. На каждую из 1000 реакций в организме есть свой специфический фермент. Для активирования ферментов необходимо присутствие активаторов, которые делятся на два вида. Это кофакторы и коэнзимы. Примерами кофакторов являются минералы, а коэнзимов – витамины. Именно поэтому так важно включать витамины в питание, ведь они напрямую влияют на работу ферментов. Работа ферментов также может быть и замедлена химикатами, которые называются ингибиторы. Этот процесс бывает двух видов – конкурентное и бесконкурентное ингибирование. Во время конкурентного ингибирования какое-либо химическое вещество занимает место субстрата в активном центре, тем самым создавая конкуренцию субстрату, и реакция не может произойти. В случае бесконкурентного ингибирования вещество присоединяется не к активному центру, а совсем к другому месту, тем самым меняя форму активного центра. И это ведет к тому, что субстрат уже не может присоединиться к ферменту. Приведем пример. Цианид. Известное токсичное вещество является ингибитором ферментов. Прикрепляясь к ферментам, которые работают в процессе клеточного дыхания, он останавливает производство энергии и тем самым убивает клетку. Теперь перейдем к внешним факторам, влияющим на действие ферментов и скорость реакции. Фермент является белком, а значит состоит из аминокислот, которые очень чувствительны к изменениям окружающей среды, таким как температура и pH. У каждого фермента есть своя оптимальная температура, при которой его продуктивность лучше всего. Повышение температуры, как вы видите, ускоряет реакцию, однако слишком большие отклонения от нее могут привести к денатурации белка, то есть потере всех его первоначальных качеств и функций. Большинство наших ферментов нашего тела работают при оптимальной температуре 36,6 градусов по Цельсию. Еще один фактор – это кислотность среды, pH. Как и с температурой, отклонение от приемлемой кислотности приводит к денатурации белка и недееспособности фермента. Каждый энзим работает при кислотности, оптимальной для него. Фермент амилаза, например, который содержится в слюне, функционирует при pH 7, в то время как пепсин, который содержится в кислотной среде желудка, работает при pH 2. Концентрация фермента и концентрация субстрата также влияют на скорость реакции. Таким образом, увеличение концентрации субстрата ускорит реакцию, так как будет больше столкновений между молекулой субстрата и фермента, а значит больше продукта. Однако в определенный момент
скорость достигнет своего пика, так как все свободные ферменты уже будут насыщены. То же самое происходит и при увеличении концентрации фермента. Ферменты незаменимы не только в нашем организме, но и в промышленности. Мы многим им обязаны. К примеру, разбухание теста происходит благодаря ферменту амилаза. Она расщепляет крахмал и создается углекислый газ, который делает выпечку пышной. Пектиназа добавляется в соки, чтобы сломать протеин пектин и сделать сок прозрачным. Ферменты также используются в виноделии и изготовлении кисломолочных продуктов. На сегодня все. До следующего видео.